Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Эскизы кисти Александра Чачба-Шервашидзе выкуплены на аукционе председателями и сотрудниками ВАК. Почему сватинг внедрился в абхазском сегменте и что грозит за ложное сообщение об акте террора? Специальный репортаж программы. В Сухуми произошла поломка напорного водовода, обеспечивающего водой почти всю столицу. Специалисты водоканала делают все возможное. Первоочередные ремонтно-строительные работы в Абиги, доме-музее Гуля и в Бидийском храме обсудил премьер-министр Александр Анкваб с директорами объектов, руководителями ответственных ведомств и подрядчиками. Также обсуждались вопросы временного размещения нацгалереи и ее сотрудников. Премьер-министр поручил руководству УКС, РУП «Абхазстрой», Управлению охраны культурно-исторического наследия изучить ситуацию непосредственно на объектах, установить наиболее уязвимые секторы, требующие неотложных ремонтных работ, и представить согласованные предложения. Посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалу Аль-Мигдаду. Стороны обсудили актуальные аспекты абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия и выразили обоюдную готовность к активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено развитию отношений между Абхазией и странами Ближнего Востока при содействии Сирии. 3 эскиза кисти Александра Чачба-Шервашидзе выкупили на аукционе руководитель аппарата ВАК Кантани и его заместитель Тенгиз Тарба. Также в онлайн-аукционе принял участие председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков. Он приобрел 10 работ известного абхазского художника. Как рассказал Кантани, аукцион проходил в онлайн-формате, и решение об участии в нем было принято сразу же. По его словам, было выкуплено 13 лотов. На некоторые из представленных лотов делали ставки и другие покупатели. Их число порой превышало 25 человек. Кантани подчеркнул, что наследие знаменитого художника необходимо сохранить для потомков в целости и сохранности. Выкупленные работы обязательно будут переданы музею имени Александра Чачба, когда он будет создан. Без колебаний приняли решение участвовать в аукционе и более того предложили нашему руководителю Мусе Хабачу Экзекову тоже поучаствовать и выкупить большую часть лотов, так как их общая сумма весьма, скажем так, приличная. Муса Хабач также без раздумий дал согласие, и мы начали активно делать ставки на самом сайте. Приобретенные нами лоты, каждый размером с лист А4 примерно, это полноценные работы художника, на которых изображены театральные костюмы персонажей к операм Миранда, это по мотивам пьесы Шекспира «Буря», и к опере Тристан и Изольда Вагнер, которые состоялись в Мариинском театре Санкт-Петербурга в далеком 1910 году. Важно подчеркнуть, что за каждым лотом, а их в общем 13, наблюдало большое количество людей, особенно вот в последние часы перед окончанием торгов. Например, на какие-то лоты одновременно делали ставки до 25 человек, а общее количество участников по данным сайта превысило 300 человек. Мы все хорошо знакомы с наследием первого абхазского профессионального художника, восхищаемся его талантом и достижениями. Посчитали крайне важным выкупить все, что нашли на этом сайте, на этом аукционе, все, что имело отношение к князю Чачба. Будем в дальнейшем активно продолжать поиски других материалов, которые так или иначе имеют к нему отношение, для того, чтобы сохранить его наследие бесценное для будущих поколений. Мы, конечно, готовы будем передать работы в Дом-музей имени Чачба, когда его создадут, а я уверен, что это рано или поздно произойдет. Но прежде мы, конечно же, убедимся, что созданы все условия для надежного хранения экспонатов. Телефонный терроризм,
Проблема, объединяющая страны всего мира. Ведь интернет, как глобальная сеть с широкими возможностями, в умелых руках злоумышленника становится орудием преступления. Как результат – свайтинг, который стал активным направлением телефонного терроризма. А самое страшное – в эти преступления могут быть вовлечены подростки. Почему телефонный терроризм внедрился в абхазском сегменте? Какие категории наиболее уязвимы? И что грозит за ложное сообщение об акте террора? На что обратить внимание в смартфонах детей? Об этом в специальном репортаже Асиды Малия. Каждый второй встречный в городе непременно с мобильным телефоном в руках. Кто-то непрерывно ведет переписку, не отрываясь от экрана, иные увлеченно подолгу обсуждают важные вопросы с человеком на другом конце провода. Поскольку хитроумная начинка смартфонов давно перешагнула барьер банальных потребностей, в арсенале любого пользователя есть всевозможные программные решения и приложения для выхода в социальные сети. Подростки, как им свойственно, быстро улавливают тенденции и пытаются их осваивать. Но для доверчивых и психически чувствительных подростков в интернете уготованы и травмирующие сюрпризы. Задача инспекторов по работе с несовершеннолетними – объяснить, где завуалирована угроза и как не стать жертвами преступников. Проблеме телефонного терроризма посвятили весь открытый урок. Раньше мы не сталкивались с подобной ситуацией, поэтому сейчас мы разрабатываем план мероприятий, так как событие случилось относительно недавно, и мы запланировали ряд лекций по школам. Дети сейчас, наоборот, стали закрыты. Увеличилось количество подростков, которые стали использовать интернет-сети. И они настолько стали погружаться в эти игры, что эта виртуальная жизнь, настолько они втянулись в эту жизнь, что в реальной жизни они... К сожалению, у них возникают проблемы с общением с реальными людьми. И они все свои проблемы психологические, они все это обсуждают в интернете. Ходят каких-то друзей, с которыми им легче, наверное, может быть, делиться, И поэтому хочу обратиться к родителям, чтобы они проводили постоянно беседы. Открытый урок во второй Сухумской школе – стандартная профилактическая работа, которую немного усилили после недавних событий, связанных с сложным сообщением о минировании школы. Инспекторы рассказали о конкретных опасностях, рисках, мере наказания. Школьники, в свою очередь, задавали разные вопросы, в том числе просили назвать имя совершившего тот злополучный ложный звонок. Разглашать подобную информацию сотрудники МВД отказались. Оперативно-розыскные мероприятия по факту о ложном сообщении террористического акта проводили совместно СГБ и МВД. И решение о том, чтобы не обнародовать имя подростка, обвиняемого, было принято с учетом определенных обстоятельств. Порядочная семья, благополучная. Однако вот такая шутка. У подростка возникло желание так пошутить. Был задержан, заведено уголовное дело по статье 201 УК РА. Многие помнят, как годами ранее подростков захлестнула игра в синего кита. В нашей республике не обошлось без жертв. После недолгого затишья активировались другие, не менее изощренные чаты. Цель подобных сообществ – подталкивать подростков к тем или иным преступлениям. Действует международная сеть по таким ложным вызовам, является базой для вербовки молодежи, которая будет выполнять такие на первый взгляд, безобидные звонки, либо сообщения в госорганы и учреждения. Бич 21 века, конечно, и не то что дети, и взрослые попадают под влияние различных, скажем так, эмиссаров, и спецслужб мира. Люди бывают, что бросают семьи и уезжают реально в территорию, где проходят боевые действия. Такие случаи и у нас были, даже девушки собирались уезжать в Сирию, допустим. Такие случаи у нас тоже были. Мы останавливали, задерживали. А что говорит о детском мозге, который еще не сформировался? Такие безобидные, на первый взгляд, поручения, которые выполняют дети через эти телеграм-каналы, сайты, сообщества. Это первый шаг.
Сватинг – это заведомо ложное сообщение о некой угрозе, чтобы вынудить силовые структуры выехать с проверкой по указанному адресу. Это деяние приравнивается к уголовному правонарушению и регулируется 201 статьей о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мера наказания – штраф от 20 до 60 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 2 лет или же лишение свободы сроком до 3 лет. Даже с учетом того, что к подросткам, совершившим подобное деяние, в Абхазии закон применяют не в полную силу, есть существенный минус. Конечно же, наказание суровым не будет, на первый взгляд. Однако, если данный мальчик захочет стать госслужащим или служить в органах, наверное, я думаю, что это станет препятствием в будущем. И если будут рецидивы, естественно, внимание сразу обратят на человека, который уже совершал такое правонарушение, проступок. Преступная схема ложных сообщений о минировании объектов разного назначения давно приняла масштабный характер. Массовые задержания телефонных террористов в России начались в 2021 году и продолжаются по сей день. Задержанные школьники сотрудникам ФСБ подробно рассказывали о том, как выстроена схема общения и как именно совершались ложные звонки. Я постановлял сообщения о ложном минировании на почте школ и учреждений. Я использовал Telegram и средства анонимности, также использовал почту. Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. Ложные сообщения о минировании несут не только финансовые затраты для службы, но и психологическую нагрузку на население. Конечно, возникает вопрос, почему бы не предотвратить подобное и в корне решить проблему. Но могут ли родители контролировать ребенка в полной мере или исключить наличие смартфонов? Федор Харазия около 10 лет работает в магазине техники. Самый популярный товар, по его словам, – мобильные телефоны. Единственное, что можно сделать, это контроль, в принципе, пользования телефоном. Там есть определенные приложения, с помощью которых можно сделать расписание, когда ребенок может вообще пользоваться телефоном, расписание на определенные приложения. Там, допустим, для браузера можно включать удаленно фильтры, там безопасный поиск и так далее. И отслеживание местоположения ребенка. Это единственные приложения, которые я знаю, как они работают. Это Google Family, если у ребенка смартфон на андроиде. Если у него iPhone, то создается детский Apple ID, и контроль привязывается к родительскому телефону. И контроль можно передавать между родителями, то есть поделиться этим контролем. Также можно на определенные программы ставить расписание и на браузер ставить фильтр. Так смартфоны попадают в руки подростков, для которых нажатием на кнопку открывается неведомый мир интернета. И получается, как в сказке, полный леших дремучий лес. Конечно, личная жизнь и личная переписка, она существует, но на то и мы все родители. Да, надо задаться вопросом, чем занимается ребенок, как-то мягко намекнуть, попросить, посмотреть. По поводу методов и подходов к выявлению, конечно, раскрыть мы не можем полностью, однако могу уверить молодежь или общественность, что на сегодняшний день техническая возможность службы государственной безопасности в полной мере способны раскрыть любые IT-преступления. Нестор Тарба, старшеклассник 2-й Сухумской школы, признается, что пользоваться смартфоном удобно. Гордится, что ему удается находить баланс. Важно анализировать, не заменять учебу, общение и досуг на жизнь онлайн, говорит он. Чаще всего это обычно бывает так, что какой-нибудь ребенок листает соцсеть в ленте, допустим, TikTok, Instagram или что-то в этом роде. И обычно это видео с незамысловатым смыслом. То есть, допустим, можно даже какими-то, казалось бы, недвусмысленными запросами вести, да, и ребенку что-то попадется такое. А такие видео, скорее всего, они чаще всего больше накручены. В комментарии различных призывают скорее к какому-то действию по типу «перейдите в тот телеграм-канал» или еще что-то в этом роде. И обычно контент, там довольно не такой вызывающий, я бы сказал, скорее он внушает тебе доверие, это может быть какой-нибудь телеграм-канал с различными шутками или что-то в этом роде, а уже потом там может начаться реклама, и уже все зависит от самого человека. Я сам видел. То есть потому что мы с друзьями это не раз обсуждали, и мы так друг другу показываем, мы понимаем, что к чему. Я особо в соцсетях не сижу, у меня ни Инстаграма, ни ТикТока нету. Не могу что-то сказать. Базовые мессенджеры, там WhatsApp, Telegram.
Нет. Они очень свободно так относятся и мне доверяют. Хочется надеяться, что подобное здравомыслие присуще абсолютному большинству подростков, да и не только. Ведь плохо, когда виртуальный мир выбивает человека из реального, и еще хуже, когда виртуальный мир диктует реальному. Асида Малия, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Задержан житель Сухума, подозреваемый в сбытии наркотического средства. Также у него изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие. Далее оперативная съемка МВД. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконном сбытии наркотического средства Бган Бастамур Валерьевич, 1977 года рождения. При личном досмотре у гражданина изъяты 2 телефона, при осмотре содержания которых обнаружены отмеченные фотографии с координатами местонахождения свертков с наркотическим средством. Гражданин Бганба был задержан сотрудниками УКОН МВД Абхазии совместно со службой государственной безопасности на посту ГАИ Учхоз Сухумского района, когда следовал на автомобиле «Лексус». При обследовании участков местности по улице Генерала Дбар и улице 4 марта в городе Сухум при участии гражданина Бганба и лиц, приглашенных в качестве понятых, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены так называемые потайные места, из которых изъяты 3 изолированных свертка синего цвета с содержащимся в них кристаллическим белым веществом. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим средством метадон. Далее в ходе обследования жилища по улице Чанба в городе Сухум по месту проживания Бганба среди вещей в спальной комнате был обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, как впоследствии установлено экспертами, кустарным способом переделанный, захолощенного в боевой, технически исправный и к производству выстрелов пригодный. Также изъяты боеприпасы 9 патронов калибра 9 мм, снаряженные в обойму. Следственным подразделением столичного УВД в отношении Стамура Бганба по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктами А и Б части 2 статьи 224 и частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело. На период проведения предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. В администрации Сухума под председательством Беслана Эшба прошло заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. На первом в новом году заседании оперативного штаба было озвучено, что благодаря декабрьским рейдовым мероприятиям удалось снизить потребление электроэнергии в Сухуме. Более 2000 по городу Сухум изъято за все время работы. Огромное количество мест проверено, выявлено. Все управление внутренних дел проводит там постоянно, периодически повторный обход, осмотр, чтобы там не возобновилось ничего. Помимо этого еще надо сказать о том, что мы, в принципе, все мастерские закрыты по городу Сухум. Да, это было отработано вместе с управлением внутренних дел. То есть сейчас и легально сказать, что приехать в какую-то фирму или там какую-то точку привезти какие-то машинки на ремонт, это тоже исключили. Всякого рода объявления, которые появляются или могут появиться, здесь моментально наша реакция присутствует. Поэтому эту работу надо усиливать, наращивать. Замначальника УВД Нукзар Чичба рассказал о проведенных рейдовых мероприятиях. За этот период зачетно 1324 квартиры вошли, 863 домовладения. 49 аппаратов обнаружили, 67 блоков изъяли и на хранение. Стандарт. 2 объекта закрыли. Каждодневно рейдовые мероприятия. На все телефонные звонки реагируют. Прошу эту работу не останавливать. На законодательном уровне приняты необходимые нормативные документы, которые запрещают использование машинки для добычи. Энергонадзор, как вы? По 24 абонентам материалы были переданы в суд. Предполагаемая сумма штрафа, которая должна быть изыскана в пользу бюджета республики, это 1 250 000. Меньше потребления, но больше потерь. Такова реальность. На совещании энергетики с сожалением констатировали, что снижение потребления электроэнергии по городу Сухум нивелируется техническими потерями, которые происходят из-за изношенности сетей.
При доставке электроэнергии от Черноморэнерго до конечного потребителя в год теряется более 100 миллионов киловатт-часов. За январь текущего года расход электроэнергии 82 миллиона 579 тысяч 206 киловатт-часов, из них 16 миллионов 505 тысяч – это технические потери. По словам участников совещания, модернизация электросетей позволит сбалансировать показатели потребления электроэнергии. Есть сети, как кабельные линии в городе Сухум, особенно очень, скажем, 45-х годов, 50-х годов пропускная способность сечения не соответствует уже нынешним условиям развития уже, скажем так. С одной стороны дает результаты, да, общие имеются в виду и приборы учета, и контрольные мероприятия, и все остальное. Но при всем при этом у нас растут естественные потери, я в кавычках говорю естественные потери, потому что не доходит полученное электричество от Черноморэнерго до потребителя. Вот о чем идет речь. То есть мы гонимся за одной проблемой, но мы имеем другую сильную проблему, где сети изношены, и у нас техническая составляющая, она приводит к этому. СУЭС установил уже более 14 тысяч приборов учета потребления электроэнергии. Наибольшие нагрузки приходятся на центральную и нагорную части города и район рынка. И это те дома, в которых еще не установлены приборы учета. Беслан Эшба проинформировал присутствующих на совещании, что администрация Сухума планирует провести технический аудит по состоянию городских электросетей с привлечением зарубежных специалистов, с тем, чтобы они не только констатировали существующую ситуацию, но и дали анализ решения проблемы. Будем проводить глубокий технический аудит энергосетей по городу Сухум. Участники совещания доложили главе Сухума о ситуации по собираемости оплаты за электричество по столице. Оказалось, что по юридическим лицам собираемость более 90%. Чего не скажешь о физических лицах. Амрамич Балексия Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. На пересечении улиц Имама Шамиля и Бейгуа произошла крупная поломка напорного водовода, обеспечивающего водой почти всю столицу. В результате город остался без водоснабжения на сутки. С утра специалисты водоканала делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду населению. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Ульяны Рожковой. Утром 1 февраля город Сухум проснулся без воды. Причина – поломка трубы на улице Бейгуа. Там проложена основная напорная труба столицы, через которую вода поступает в разные районы города. Именно на данном участке произошла авария, и труба начала пропускать сильный поток воды. Причиной случившегося могут служить природные катаклизмы, говорит главный инженер водоканала Мирапан Квап. Произошедшее было замечено сразу, и специалисты приняли всевозможные меры по устранению аварии. Здесь лежит напорная пластиковая труба диаметром 500 миллиметров. Потом она по Имама Шамиля спускается вниз и потом на резервуары в город уходит. Здесь лет 10 тому назад укладывали эту трубу. Эти трубы были соединены электросварной муфтой. И вот сейчас, несколько дней назад, вот эта электросварная муфта начала пропускать. Мы вчера приезжали, смотрели, откачали, в чем причина. И вот сегодня было решено остановить воду в городе и заняться ремонтными работами. Без водоснабжения остались почти все районы города, исключая район Турбазы. Также ремонтные работы проводятся в новом районе, рассказал Мирапан Квап. Сама работа 1,5-2 часа. Сама работа, вот ее пайка, да. Вот подготовительная работа, она очень долгая. Вот эта электросварная пайка, там грамм воды не должно быть. Если вода хоть капелька воды будет, в этом месте она не запаяется и опять может прорвать. Без воды сегодня весь город практически, кроме Турбазы, начиная с нового района, Нагорная часть, центр города, Маяк, все. Но новый район мы остановили, потому мы спланировали так, чтобы на районе тоже ввелись какие-то работы с остановкой. Там РСУ администрации меняет задвижки, и поэтому мы совместили вот это вот все. Возобновить водоснабжение планируют 1 февраля к 12 часам ночи, но, возможно, воду подадут раньше. Все зависит от сложности поломки. На данный момент мастера работают без передышки, чтобы обеспечить население водой. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 2 февраля на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Ночью и днем преимущественно без осадков. К вечеру местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 5-10. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.